Мои дорогие, доброе утро. Иртик Хелшин, с вами снова Лейла. Так, друзья, я небольшую работу сегодня с утра провела и хочу с вами поделиться тем, что я сделала. Так, небольшой ветерочек. Сейчас подоила корову, кое-что сделала и прополола небольшую грядочку. Сейчас я пойду покажу вам, потому что с сорняком надо бороться. Вот. Сейчас я переверну камеру и покажу вам, чем я тут занималась. И вот смотрите, я перевернула камеру. Значит, у меня тут клубничка, ну, небольшой кусочек клубнички. Не знаю, тоже у меня не получается, друзья, с клубникой. Постоянные проблемы. Я, значит, не тот агроном, не все знаю, не совсем справляюсь. Как видите, клубника и морковка тоже дело не мое. Но и последнее время малина тоже не мое. У меня столько малины было, мне не дадут соврать мои родственники, мои друзья, мои соседи, как бы, что было очень много малины, я ее и продавала, но она вот буквально выдохлась вся. Я не знаю, что с ней, из-за того, что в одном месте сидела или что, я не знаю. Ну, в этом году немножечко еще посадила, пересадила то, что оставалось. Короче, вот, клубнику вычистила, как видите. Тут еще тень, а тут еще не было утром тени. Я быстренько ее прополола. Вот как ее прополола, потом мы теленка первый раз выводили, с трудом моим дивером вывели его. Выводили бычка тоже первый раз. Бычок у меня очень похудел. У меня закончилась пшеница, уже вторую неделю нет пшеницы. Я им отваривала пшеницу. Но теперь хочу, вот раз уже я ее вывела на траву свежую, пшеницу уже давать вареную не буду. Кукуруза у меня есть, вот кукурузу и отруби буду мешать и буду ему давать. Я вам сейчас выйду, покажу и бычка своего. Так, как видите, у меня уже потихонечку уходит навоз. Вот еще одну тележку нагрузили. Ну, еще одна тележка будет. Представляете, уже четвертая эта тележка, 5 тележек навоза, мусора собралось. Так, мне советовали сжигать, да еще мы, знаете, сколько чего тут сожгли, много было сожжено, но, во-первых, у нас не любят даже и не разрешают жечь костры, потому что запах не нравится всем, вот поэтому не жгут. Видите, одна курочка у меня выскочила где-то, не могу найти лазейку, главное, только это одна, вот она одна нашла лазейку, и каждый день из этого вот заборчика у меня выходит. Не могу найти. Если бы там была какая-то дырка заметная, наверное, и другие бы выходили. Но вот только эта одна лазит. Перепрыгнуть не может, потому что я им крылья обрезала. Ну вот, покажу вам лошадей соседских, кому интересно. Все-таки лошади, конечно, красивые животные. Хоть и не мои друзья. Так, ну вот, все, друзья. И вот прополола вот эту вот полосочку рядом с луком. Пока было, тень пока была. Все, в огороде больше сегодня делать ничего не буду. Видите, как заросло. Ну, вот так вот буду понемножечку забегать рано утром, как получится. И буду пропалывать. А теперь пойдемте, я вам покажу свою марточку. Все-таки, когда зелень, хорошо, красиво. Смотрите, небо какое красивое. Жизнь хороша, как говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ну, алхамдулилlah, мы живем неплохо, друзья. Настроение у меня сегодня хорошее, давление в норме. Вчера с доставкой купила себе таблетки от давления. Признаюсь честно, я неделю не была на таблетках, и поэтому давление скакануло. Даже мне Мадина говорит: мама, по-моему, ты даже больше недели без таблеток. Я как-то забыла их. Каждый день вспоминаю, думаю, будут на работу ехать ребята. Скажу им, чтобы они купили мне таблетки. А потом забываю. И вот на сухур утром не пила свои каждодневные таблетки. Я пью Эдарбикло, мне выписал врач. Они мне очень хорошо подходят. И когда я их регулярно пью, они у меня стабильно держат давление. Вот, вчера с доставкой позвонила. Хорошо, у нас есть такие друзья в Ингушетии, появились все вот эти вот вещи цивилизации, как в других регионах, что можно с доставкой позвонить в аптеку, чтобы привезли лекарства, еду, ну, все, что можно, в принципе, вот позвонить, фрукты, овощи, мясо, все, что можно позвонить, и вам доставят на дом. По-моему, это хорошо. Ну, кому некогда, у кого вот такая вот ситуация, как у меня получилась, у нас машины нет, там вызывать такси, ехать на такси туда, обратно, это более затратно. А так они сами присылают такси,
И нам просто за лекарство я сделала перевод, и за такси, что мне доставили. За такси, получается, я половину как бы сэкономила. Вот, так, вчера из-за того, что у меня был заказ, и вечером я не успела, я не полила рассаду, которую, помните, высаживала, посадила утром. Но немножечко солнышко все-таки сожгло мои растения немного. Один кустик вообще у меня сдох. Я их приучала вроде бы к солнышку, но они у меня все равно были, когда была рассада, в полутени. И, видимо, еще не очень-то хорошо привыкли. Ну, вот некоторые листочки на баклажанах сожжены солнцем. Ну, будь что будет. У меня еще много рассады. Сегодня еще раз рывок, наверное, вечером, если даст Бог, сделаю, даст Аллах, сделаю. Посажу еще немножечко. Вот так вот, друзья, все понемножку я буду делать. Утром небольшая прополочка, вечером небольшая посадка. И, наверное, вот так вот и справимся мы с вами с помощью Всевышнего с нашими делами. Лишь бы было здоровье, друзья. А когда здоровье, все хочется делать, все хочется творить, как говорится. И сегодня у меня еще есть заказы. Мне нужно сделать заказы. Манты надо начинать, потому что Танзила уже переживает. А так я сейчас пойду, хочу вам показать. Ой, теленочка, Марточку, как я ее вывела. Сейчас, друзья. Так, еще одна соседская лошадь. А вот моя Марта. Вы не представляете, просто у меня с собой не было телефона, когда я его выводила. Насколько он резвился. Ну, теленок резвился. Она: Марта, Марта, ну и что? Ну и что? Ну как дела? Марта, Марта, Марта. Аду, Марта, аду, Марта, Марта, ты мой золотой. Ой, уже и мухи набежали глазком. А теперь... Ой. Солнышко им хорошо. Витамин D. То постоянно в тени. Попривыкнет, начнет и травку щипать. Вот так вот, друзья. Ой, малыш какой-то идет. Малыш маленький. Нельзя снимать его близко. Мамочка уже бежит за ним. Так, и вон тоже на дороге стоит мой бычок. Видите, худенький все-таки. Худенький. Ну ничего, подкормим. Так, ему скоро... По-моему, нет, ему уже год. Но хиленький, да. Просто корова-то породистая, а бычка породистого у нас здесь нет, как бы. И поэтому не очень крупные получается иногда у него телята. И да, по-моему, я вам сказала, не сказала, я не помню, бычка мы продали старшего. Так, заплатили нам за него 48 тысяч, 50 мы так и не смогли с них взять. Забрали, видите, похудел. Ну, Мишка, похудели ты, мама, не залютой. Похудел. Ну, ладненько, будет все хорошо. Начнем кормить. И да, на солнышке должен пойти. И, друзья, покажу вам горы немножко. Давно не показывала. Сегодня видно вроде. Ой. Вот. Немножко видно. Наши горы. Красота. Вот. Не очень четко видно, но видно. Так вот, друзья. Все. Теперь мне надо делать творог, мне надо уже заниматься по хозяйству. Вот моих соседей. Весь двор, видите, в зелени, в елках, соснах, деревьях. Там еще цветы у них очень красивые. Красиво очень сделали они. Все молодцы. Так, покажу вам бабушку. Бабушка сидит, вышла на свежий воздух. Тюльпаны уже мои отцветают. Так. Позавчера я еще посадила кустики, розы и кустики
у меня есть, что как я снимала, я поставлю после того, как сейчас с вами поговорю, что я делала. Вот видите, здесь вот в этих гортензий в горшках. Это тоже у меня есть отснятое. Но поставить я его не успела. Вчера как-то не подходило это ко всему. Вот поговорим сейчас с вами, и я вам покажу, как я это сажала еще позавчера. И вот расцвел такой вот тюльпанчик. Сегодня нарадуюсь на них. Пионообразный. Вот так вот, друзья. Вот такая красота. Так, друзья, и вот мои тюльпаны. Все время радуюсь им, хочу вам показывать. Позавчера я сажала, друзья, купила себе розы, еще 2 куста роз, купила магнолии и купила гортензию. Я снимала, как их сажаю, сажала еще позавчера, но не выкладывала вам. Вот после того, как сейчас поговорю, я вам выложу, что я посадила позавчера. Иногда снимаю, друзья, и остается у меня не выложенное. Поэтому я вам объясняю, что это было снято не сегодня, чтобы вы знали. А то еще подумаете, что действительно я такой метеор, все успеваю. Поэтому вам объясняю. Ну и раз сняла, и выложить хочется, и показать, что как я делала. Значит, видите, уже и поливать надо. Вчера не успела. Вот этот вот кустик роз. И вот эти вот два куста роз. Вот это, 2 вот этих куста магнолии. И там в том палисаднике тоже 2 куста магнолии я посадила. Но сейчас поливать не буду, вечером полью. И смотрите, какой у меня красивый тюльпанчик расцвел. Необычный. И вот эти тюльпаны тоже мне очень нравятся. Так, а теперь вот покажу вам бабушку. Друзья, когда у меня были гости, помните, я ездила на рынок. И тогда, по ходу, сразу же купила себе, не удержалась, вот такие вот цветы и кустарники. Не знаю, что с них будет. Это моя подруга Жанна взяла у нее. И уже вот сколько дня, 3, по-моему, как я их купила, не могу посадить. И вот сегодня выкроила времечко. Сейчас хочу их посадить. Значит, я купила 4 куста магнолии. Такие вот. 2 вот такие вот розы. Ой, мамочка, ветрено. Вот 2 такие розы. Так, вот, значит, 2 вот такие вот розы. И 4 магнолии. И вот такую вот одну гортензию метельчатую. Ой, у нас ветерочек. У меня тут 2 гортензии есть, обычные белые. И у меня вот тут вот, видимо, из-за тени. Вот это вот тоже вот гортензия. Но я ее выкопаю и пересажу более в солнечное место. Она вот так вот мне сходит, и дальше не продолжает работать. Тюльпаны, как видите, уже у меня отцветают. Вот эти просто, которые были в тени, они только вот зацвели. Они красота, друзья, смотрите, какая красота. Я не знаю, я не могу нарадоваться этим тюльпанам своим. Так, мешает солнышко. Так, и смотрите, какой тюльпанчик распускается. Вы просто посмотрите. Тут сиреневый. Красота. Тюльпаны, как будто бы не тюльпаны, а пионы. Но эти уже отцветают. Вот какой красивенький. Прелесть. Видите, какая красота. Иногда хочется сорвать и дома в вазочку поставить, но жалко срывать. Вот, почти черненький тоже. Видите, какая красота. Так, ну вот видите, мои пионы в тени. Их надо будет как-то куда-то, я не знаю, куда их даже пересаживать. Раньше в это время они уже почти уже цвели огромными цветами. Может быть, я на будущий год, вернее, не на будущий год, а их надо осенью. Ближе сюда пересажу, вот где вот эти вот тюльпаны растут, потому что здесь все-таки более солнечно. И ближе сюда их посажу. Вот не знаю, куда мне сажать эти магнолии и гортензию. Сейчас придумаем что-то. Так, ну вот, друзья, посадила гортензию, которую купила. А эта гортензия у меня уже 2 года сидит, но вот так вот каждую весну
сходит, больше не растет. Видимо, может быть, из-за того, что в тени сидела. Я решила посадить их вот такие вот горшки. Правда, сверху горшки еще не мыла, они грязненькие, но ничего. Так, значит, посадила эти две розы. Вот эту и вот эту. Также посадила магнолии 2 штуки. Это тоже здесь в палисаднике во дворе. Вот эту и вот эту. Пойду сейчас. И вот 2 магнолии мне нужно посадить в палисаднике, ну, на заднем дворе как бы. Вот так вот, друзья. Уже ближе к вечеру. Ой. И готовить надо. Ну, 4:30 еще время есть. Я даже еще не знаю, что буду готовить, если честно. Может быть, вареники с картошкой или что-нибудь. Потому что уже мясо надоело. По большому счету. Ну, посмотрим, по ходу буду. Если честно, я с утра и до вечера думаю, что же приготовить. Так, друзья, вот палисадники тут тоже посадила эту магнолию. Одну туда, одну вот. Их вот у меня есть еще гладиолусы. Вот посадила сюда 5 штук, сюда 3 штуки. И в том дворе тоже буду сажать гладиолусы. Так, видите, у меня здесь в палисаднике тоже зашла редиска. Ну, здесь, правда, полутень. Днем бывает хорошо, но к вечеру тут, правда, бывает тень. Но ничего. Значит, зашел у меня салатик, как видите. Тоже здесь в палисаднике. Укропчик хорошо зашел. И лучок. А тут у меня, правда, петрушка. Но петрушка, она тоже всходит, видите. Она, конечно, сходит попозже, но вроде бы всходит. Ничего, посмотрим. Вечер такой хорошенький. Солнышко к закату бежит. Травы вон сколько уже в огороде у соседей. У меня тоже малинка уже, все хорошо. Так, айва цветет. Груша и черешня отцвели. И черешни, видите, сколько у меня черешни. Вот и калина. Видите, калина тоже цветет. Скоро вообще будут белые цветочки. Готовится к цветению. Вот бабушка. Добрый день. Жалко, что мы не понимаем по-другому говорить, только по-русскому. Ну, я уже старая, никуда не годная. Дай Бог вам, чтобы все было благополучно, живы, здоровы, чтобы семья была здорова, чтобы все были добры. Дай Бог, чтобы не было войны, чтобы не было ничего плохого. Дети, внуки, внуки. Спасибо большое. То, что вы мне угостили, мне купили всякие продукты, целых на 1000 рублей. Целый стол стоит. Фархинур, это тебе, бабушка, тебя благодарит. Мы только вчера купили, признаюсь, клубники, ну, все, что она любит, понакупили, йогуртов, клубники, бананов, апельсинов, свежие помидорчики. Она там любит соленое печенье. Ну, всего купили, просто показывать не стали. И Фархинур, это она к тебе обращается. Мы только вчера купили то, что ты присылала бабушке, чтобы купить, что она любит. Купили ей вчера разных сладостей. Как раз у нее все закончилось. У нас же бывают гости, то сестра, то сноха, то племянник что-то купит. И поэтому, когда все закончилось, я ей вчера купила. Вернее, не я, поехал сын, купил разных вкусняшек. Фархинур, это она тебя благодарит. Спасибо тебе большое. И дуа она делает за тебя, и я иногда. Так что вот так вот, друзья. Все. А ты что, порезалась? Чем? Ну все, друзья, вот вам и бабушка. Сидит на свежем воздухе. Так, и, друзья, выпустила свою птицу и хочу с вами похвастаться вам. Вот такую вот мне сделал сын клетку. Вчера была пятница, и вот моим цыпляткам теперь благодать. Они не сидят у меня в клетках. Видите, вот так вот полностью загородил мне. Вот так лезет курочка. Нашла все-таки дырочку. Вот так вот. И теперь им сейчас, пока они немножко не подрастут, вольготно. Подрастут, еще гусей мне надо убрать.
Молодняк гусей тоже я туда перевела, потому что уже не хочется мне, чтобы в чужом огороде они у меня ходили, потому что трава у них растет, они ее будут косить, вдруг еще что-то мне скажут. Поэтому я уже их перевела туда. Вот так вот, друзья. Вот моя птичка радуется. Последних, которые мне выводили, помните, вывелось 35 цыплят. Ну, у меня штук 10, если честно, сдохло. Не знаю, что с ними случилось. 10 у меня осталось, 15 штук я подарила. Вот 10 маленьких я сейчас покажу вам в клеточке, они у меня. И сегодня у меня выводится еще одна партия. Это из яиц, которые мне привезла подписчица. И они такие хорошенькие, я вам сейчас покажу. Все такие чубатенькие. Ну, там у меня и свое яйцо есть, и ее, но вот именно вот эти вот чубатые, необычные, мне, скорее всего, кажется, что они от ее яйца. Ну, а голошейные мои, наверное. Вот так вот. Нравится моим цыпкам тут уже. Вот так вот. Есть постарше, есть помладше. Это три выводка, короче, у них там по месяцу. Разница с каждым. Три раза выведенные. Вот. Ну, отсюда тоже штуки 4 или 5, по-моему, у меня есть потеря. Не знаю, что с ними стало, но подохли. Ну, стопроцентного вряд ли, когда бывает, чтобы вот ничего не было. И давно ничем их не пропаиваю. Но до праздника уже у меня ничего не получится. Вот после праздника пропою их чем-нибудь. И даже не ампролиумом или байкоксом, надо что-то чем-то таким, потому что уже на земле, может быть, чего-то нахватались. И от глистов надо будет еще пропоить. Ну вот, друзья, пойдем дальше. Так, и вот, друзья, это те 10 цыплят, о которых я вам говорила. И 2 утенка у меня еще тогда вывелось. Смотрите, эти мои кучерявенькие. Тут тоже 2 кучерявых цыпленочка. Вон, видите? Вот такая вот красота у меня растет. Теперь пойдемте и сейчас посмотрим маленьких моих. Так, друзья, и вот такая красотень у меня вылилась, как видите. И голошеечки вот такие, и с большими хохлами такие. Вот эти хохлатые, наверное, скорее всего, и вот эти вот лохмоножки. Вот, не знаю, наверное. Вот эти вот. Это от моей подписчицы яйцо, которое она мне привезла. И, в принципе, Фатима, большое тебе спасибо. Большинство этих цыплят из твоих яиц. Я и свои подкладывала, но в основном вывелись из твоих яиц. Из яиц, которых ты мне привезла, короче, вывелись цыплята. Но, по-моему, голошейные мои, потому что она мне говорила, что голошейных любит, у нее их нет. Вот. Не знаю, сколько цыплят вывелось, я их не считала, если честно. Перепелочек 15, у меня тут еще и перепелочки. Но перепелочки я уже подарила, недельку подержу и обещала их отдать. Они мне не нужны. Вот такая она еще влажная, только я занесла этого цыпленочка. Вот. Ну, штук 20, наверное, здесь есть еще, если не больше, не знаю, сколько точно. Очень красивенькие, все такие хохлатые, симпатичные. Вот так, Фатима, большое тебе спасибо. Так, ну и, друзья, все, теперь я с моим утром справилась, со всеми делами справилась. Чистила щеткой руки. Поленилась зайти за перчатками, когда я вырывала сорняк. Надо будет еще щеточкой пройтись. Так, друзья, ну на этом свой влог, свой ролик я хочу закончить, потому что он был слишком длинный. Я так мельком пробежала, сколько же там у меня минут. Это будет слишком долго. Наверное, продолжение сегодняшнего дня я еще буду снимать, потому что у меня много чего намечается. В планах много чего и по дому сделать, и заодно и для вас снять как бы. Сейчас я просто хочу показать сыр, который я вчера сделала. Поставила быстренько перетапливаться жир, друзья. Помните, я готовила желудочки куриные. Я 1 килограмм приготовила, у меня было 2 их всего. С 2 килограмм я сняла очень много жира. И у меня сразу не было времени перетапливать, я положила в морозилку, а когда выходила снимать цыплят, если честно, поставила его перетапливать, он уже у меня топится, как видите. Вот, перетоплю этот жир хорошенечко.
Я на нем потом жарю зажарку для супов, для борщей, для чего мне бы надо было. Потому что мне кажется, это все-таки нормальное, хорошее масло. Ну, я всегда так делаю. Так, и хочу вам показать сыр. На супу мы немножечко посмотрели, но он, правда, еще не просолился. Просто я сейчас хочу в разрезе вам показать. Так, что тут прилипло. Так. Наверное, вот так. Или с тарелки показать. Вот такой вот сыр. Так, видно, нет? Вот с такими дырочками. Получается очень вкусно, друзья. Если честно, я не очень-то люблю сыр с дырочками. Но я его специально оставила здесь в тепле, чтобы он был немножко с дырочками. И теперь уже буду убирать в холодильник. Как раз у меня вот это вот, я в этой ведерочке всегда себе кладу сыр, на кусочки нарезаю, заливаю вот этим же вот рассолом, что от него стек, вот тут в этой крышке. И его, конечно, немного, но мне его хватит. Я обычно переворачиваю, у нас сыр быстро заканчивается. Хотя сейчас, конечно, и не очень, но все равно мы и на сухор, и на ифтар едим его, и мама его очень любит. Тем более я его не очень сильно солю. Маме нравится. Это как вчера помыла себе мясорубку, после этого положила туда. Сейчас отсюда выну мясорубку. И буду дальше, друзья, работать. Так, значит, на этом сегодняшний свой влог я, друзья, закончу. Большое вам спасибо за то, что вы заходите ко мне, за то, что комментируете, за то, что вы болеете за меня. Вы переживаете, что я болею. Вы просите, чтобы я отдыхала побольше. Друзья, одна подписчица, к сожалению, я не запомнила имя, вы меня извините, просит следующий влог, чтобы, она мне говорит, чтобы я следующий влог свой рассказала, как я отдыхаю. Так, друзья, я ей написала в комментариях, что обещаю после праздников, что такое будет. До праздников у меня отдых даже и не светит. Я даже молюсь, чтобы мне Аллах дал здоровье, сделать все, что мне нужно. Осталось всего там 4-5 дней, по-моему, только. А делов очень много, но много надо успеть и по дому. Нужно сделать этот заказ все-таки. Поэтому отдыхать я буду, во-первых, на 3 дня праздничных у меня будет отдых. И потом после праздников тоже обещаю, наверное, куда-нибудь поеду, отдохну немножко и покажу вам. И, конечно же, возьму вас с собой. Ну вот как-то так, друзья, я вам обещала. На этом все. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. И Фаина, Фархинур, еще раз большое спасибо. Мама вот сидит, не удивляется, все время говорит, а кто она? А сколько ей лет? А зачем она прислала? Она же не родственница. Я говорю, ну вот так вот прислала, тебя любят. Объяснила ей потихонечку. Так что мама всегда теперь уже будет. А я и раньше делала дуа. И мама теперь тоже будет делать эти дуа. Вот так вот, Фархинур, Фаина, спасибо вам большое. И всем вам, друзья, большое спасибо. Как-то так у нас сегодня.